Доброго времени суток! Самоизоляция, безусловно, влияет на привычный ход жизни. Сейчас мы не можем пойти в спортивную секцию или же спортивную площадку. Но это не может быть причиной для того, чтобы отказываться от занятий спортом и физической активностью. Ведь все, что нужно нам для поддержания физической формы, есть у нас дома. Существует масса возможностей поддерживать физическую активность в условиях самоизоляции. Высокоинтенсивная разминка заменит вам кардио на дорожке. Занятия собственным весом станут альтернативой силовым в зале. А йога поможет расслабиться и отвлечься от мыслей о пандемии. В домашних тренировках наблюдается ряд преимуществ. Во-первых, вы не привязаны к расписанию. Во-вторых, куда проще разобраться с техникой выполнения упражнений. Если что-то непонятно, можно просто перемотать видеоинструкцию или прослушать объяснение еще раз. В-третьих, вы экономите время. Не нужно собирать сумку со спортивной формой и добираться до зала. В качестве личного тренера в домашних занятиях могут выступить специально разработанные приложения, благодаря которым вы сможете подобрать тренировки по типу, продолжительности и группе мышц. Одним из таких приложений является Tutum Fitness, в разработке которого приняли участие якутские кроссфит-атлеты. Программа позволит вам выбрать нужный вид тренировок, рассчитать уровень нагрузки, а также выбрать язык инструкций по выполнению упражнений, в числе которых есть якутский язык. Приложение представляет из себя недельный тренировочный план, в котором тренер показывает и на своем примере показывает, как правильно делать все упражнения и для чего эти упражнения нужны и для чего они помогают вам развиваться в будущем. И еще есть в приложении функция растяжки. Там также тренеры показывают, как делать упражнения. Там еще по уровню есть человек более растянутый, средней растяжки и очень растянутый атлет. Да? И каждый себе выбирает непосредственно тренера и повторяет за ним. Предлагаем вашему вниманию тренировку от создателей данного приложения. Начинаем, конечно же, с разминки. После нее приступаем к упражнениям комплекса, которые выполняются по кругу на протяжении 20 минут. Отжимания в полную амплитуду. Не касаемся грудью пола, но уходим низко. Так, следующее упражнение. Делаем 20 махов. Вес ставим себе такой, с которым вы будете чувствовать хорошую нагрузку. Хорошо. Третье упражнение. 30 приседаний. Ноги на ширине плеч, носки в сторону. Колени уходят в сторону носков. Начинаем движение именно с колена. Не отводим таз назад первым делом, а отводим колени в стороны. Начинаем движение с колена. И затем уже отводим таз назад. Грудь вперед. В нижней точке бедро параллельно полу. 30 приседаний. И четвертое упражнение. 40 джампинг джеков. Раскидываем ноги в стороны. В этот момент касаемся ладонями сверху. После выполнения комплекса переходим к табате. В этом цикле нам необходимо выполнять каждое упражнение с высокой интенсивностью на протяжении 20 секунд. Продолжительность всего цикла составляет 4 минуты. Уводим в стороны. Работаем таким образом 20 секунд. Следующее упражнение. Даймонд отжимания или алмазное отжимание. Руки ставим подобным образом перед собой и делаем отжимания. Третье упражнение. Драконье отжимание. Ноги ставим слегка шире плеч. Уходим вперед на локти. Проходим. И обратно. Опускаемся на локти и выходим назад. Опять же, уходя вперед, опускаемся на локти. Проходим через локти и встаем на руки. И четвертое упражнение. Отжимания на стороны. Руки ставим
чуть шире плеч. Ноги тоже слегка шире плеч. И уходим на одну сторону и затем на другую. Для тренировок в домашних условиях специалисты дают следующие советы. Постарайтесь уединиться в отдельную комнату, особенно если у вас есть маленькие дети или животные. При этом помещение должно хорошо проветриваться. Используйте зеркало. Это поможет удостовериться в том, что вы все делаете правильно. Если нет зеркала, то воспользуйтесь фронтальной камерой телефона. Для того, чтобы занятия были продуктивнее, необходимо составить четкий график занятий. В идеале упражнения надо делать через час-полтора после еды. Что касается длительности домашней тренировки, она должна длиться от 30 минут до часа. Йоге или растяжке можно уделить 1,5 или даже 2 часа, а вот танцевать можете столько, сколько просит душа. Главное, не забудь хорошенько размяться. Друзья, помните, занятия физической активностью положительно влияют на иммунитет, что очень важно на сегодняшний день. Занимайтесь спортом и физической активностью безопасно, то есть дома. Наталья, вам слово. Всем доброе утро! Сегодня я выхожу в эфир в такой неформальной обстановке, собственной кухни, но ничего страшного. В эти дни наверняка многие из вас занимаются не только своими любимыми делами, читают книги, смотрят телевизор, но и часто сидят в социальных сетях. И наверняка всем понравился новый видеоклип, позитивный, веселый, где маленькие дети поют и танцуют на фоне красивой таежной природы и с оленями. В клипе снимались участники детского движения «Юный оленевод» из села Енгра Нермелинского района. Это движение было организовано в 2015 году, и с 2017 года им руководит Алена Колесова. Каждый год ребята выезжают весной в оленеводческое стадо номер 2, где работает бригадиром Колесов Семен Терентьевич. Там их всегда ждут с радостью, и дети в самой природе обучаются навыкам и умениям настоящей оленеводческой жизни. Ребята очень активны в жизни, в общественной жизни и села, и своей школы, умеют и любят заниматься трудом, много проводят мероприятий, замечательных спортивных соревнований. Юный оленевод Андрей Колесов из древнего венкийского рода Бута, ученик 5 класса, исполняет песню «Гор-гор». На слова и мелодии Алены Колесовой аранжировка и запись была произведена в городе Якутске в студии Тунгус Рекордс. Режиссером клипа выступил Сергей Козюра. Движение «Юный оленевод», участники видеоклипа, благодарят своих
родителей и оленеводов кочевой родовой общины Нюрмагар за оказанную помощь в съемках видеоклипа. Пожелаем ребятам дальнейших успехов. В эти дни у всех у нас появилось достаточно времени, чтобы уделить внимание своему любимому делу, хобби, увлечению. И я в том числе не исключение. Я люблю на досуге заниматься вышивкой бисером. Это очень увлекательное, интересное занятие. И первая моя серьезная работа, которую я сделала и которой я очень горжусь, это авенкийское женское нагрудное украшение. Я в нем часто выхожу в эфир и надеваю его на мероприятия. О том, что означает узор, орнамент на этом украшении и какие цвета выбирают для своих работ авенкийские и венские мастерицы, расскажет этнопевица, солистка Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Синильга. Мы будем делать украшения, нагрудные украшения, которые оберегает человека и можно носить как, мы носим как украшение. Это будет рисунок лапы Гагары. Гагара у эвенков — это священная птица, которая помогала созданию божеству Севеки, созданию Срединного мира. Поэтому культ у эвенков тесно связана с этой священной птицей. Она является символом семейного счастья, любви, потому что она выбирает своего друга, спутника на всю жизнь. Мы сначала, например, делаем немет вот такой вот из бумажки, чтобы горловину тут аккуратненько, чтобы она тут лежала, и можно тем, кто начинает только шить, рисовать вот прямо рисунок, который напоминает лапы Гагары. У эвенков самые используемые цвета — это белый, синий и черный. И чередование вот этих цветов можно делать от вкуса и фантазии мастерицы любой, да? Рисунки могут быть разными. Можно круговыми вот движениями делать, как вы видите на этих работах. А можно также просто сделать вот такой красивый рисунок. Мне кажется, это прямые линии, да? То, что мы делаем, вот это, да? Она не только будет как украшение, но и как защита, символ любви, семейного счастья и как оберег к своему хозяину. Мы благодарим Синильгу за мастер-класс. Уважаемые телезрители, я рада была с вами встретиться сегодня в нашей программе. Берегите себя. До новых встреч. Добрый день, я Прокопьев Аркадий, ученик 5 Б класса школы ЯГГ, участник бизнес-инкубатора под руководством Максима Мартыча. Сегодня я вам покажу, как сделать антисептик во время карантина. Нам нужны спирт 96%, я его уже подготовил, 200 мл. Второй ингредиент — это у нас глицерин. Он у меня вот, я его тоже подготовил, 10 мл его нужно. Наливаем. Все, глицерин есть. Теперь перекись водорода, 15 мл. Вот он у меня есть, и я его уже подготовил, вот, 10,5. Теперь сейчас идет дистиллированная вода или чистая, 25 мл. Теперь следующий ингредиент у нас это ароматическое масло. В моем случае это жасмин. Его хватает 3 капли. Теперь мы хорошо перемешиваем это все. И переливаем в флаконы. Я уже вот все сделал и все перелил. Ну и вот,
Берегите себя и близких, и будьте здоровы. Не знаю, как у вас, а просмотры фильмов для меня бывают обязательно с едой. И ты берешь очень много еды вкусной, и хочется все это разом, чтобы было перед тобой и перед ноутбуком, чтобы было удобно смотреть и кушать. И поэтому у меня появилась одна замечательная идея сделать так называемый столик для завтрака, который можно использовать круглые сутки, ведь самое приятное смотреть фильмы это в вечернее время. Особенности, когда уже дети уснули и все остальное время принадлежит только тебе, фильмам, еде и тебе. Я думаю, что у многих на балконе лежит всякий хлам, который, как говорится, когда-нибудь да пригодится. И для поиска материалов мы открываем дверцу балкона, и это полотно нам очень подходит. Когда-то было, не знаю, какой-то столешницей. Для того, чтобы сделать этот стол, нам нужны такие вот инструменты. Возьмем наш ноутбук, чтобы посмотреть примерно, как он будет находиться. Также сразу надо будет отмерить высоту наших ножек. Я думаю, что примерно 25 сантиметров это будет для нас как раз. При работе с электрическими инструментами не забывайте о средствах с индивидуальной защиты. И обязательно все должно быть безопасно. Вот такой вот я двойной очкарик. При работе с лобзиком учтите, что лицевая часть должна лежать с нижней стороны, так как с верхней стороны лобзик образует вот такие вот неаккуратные сколы. Вот так выглядит срез с нижней стороны. Что же, ножки исследовательским способом. Главное, делайте это аккуратно, точно по линии. Обрубки оставим, может быть опять где-нибудь да пригодится. Далее мы шлифуем полотно, чтобы убрать вот эти вот рисунки, какие-то неровности, может быть дерево было старым, оно обновится. Самая пыльная часть закончилась, весь балкон у нас в пыли, это надо будет убрать, а далее я покажу, как крепить ножки к основному изделию. Обработанные детали обязательно протираем влажной тряпкой, чтобы убрать всю пыль. Далее мы находим середину. По такой же аналогии на ножке рисуем также крест. Отходим от центра на 15 миллиметров. С двух сторон. Здесь будут крепиться наши чопики. Отмеряем длину наших чопиков. Это делается для того, чтобы понять, какой глубины делаем отверстие. Для того, чтобы не просверлить наше полотно полностью, мы делаем пометку вот так вот изолентой. Не бойтесь, если она черная, в любом случае будет видно, где она находится. Далее переходим к нашим ножкам. Мы отмерили нужную глубину. При сверлении старайтесь держать шуруповерт вертикально. Такие отверстия получились. Кстати говоря, сильно не расстраивайтесь, если высота ваших ножек разная. Это сильно ни на что не повлияет, так как в основном этот столик будет на кровати. Сейчас будет один из самых ответственных моментов, это проклейка. Для этого я выбрал специальный клей по дереву. Теперь наш стол почти на стадии завершения. Ждем, пока клей просохнет. Все-таки моя душа не успокоилась с этим клеем, поэтому я перекрестно саморезами тоже закрепил. Последний этап нанесения лака. Лак я купил водостойкий, быстросохнущий. Написано, что он акриловый. Время высыхания где-то 1 час, до полного высыхания где-то понадобится сутки. Лак, собственно, выглядит как молоко, но не надо бояться, как говорит производитель, при высыхании он становится полностью прозрачным. Переворачиваем стол. Лицевую
часть лаком покрыть стоит минимум 2 раза, для того, чтобы он держался дольше. Ну а пока сохнет лак, сходим в магазин. Прошел 1 час, и лак действительно высох. Теперь нам нужно зашкурить. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать мелкие ворсинки после лака. Сегодня я вам показал, как этот столик делается. Он делается, в принципе, очень просто, из чего угодно. Желаю вам приятного просмотра. Привет, наш дорогой телезритель. Что ж, продолжаем сидеть дома. Делаем это не только полезно, но и интересно. Наверняка многие из вас уже до блеска отмыли свои квартиры, дома, приготовили на своих кухнях самые изысканные блюда, которые только имеются. Ну а ближе к вечеру вы, наверное, задаетесь вопросом, какой фильм посмотреть сегодня. Буду рада поделиться с вами подборкой легкого, хорошего и интересного, на мой взгляд, кино. А начну с захватывающего боевика о работе американской полиции. Фильм называется «21 мост». Худший день за 18 лет службы. Сколько копов? 8. Что они там делали? Приехали на вызов. Нужно подкрепление! Полицейский ранен! Работали профессионалы. 2 стрелка, автоматическое оружие. По сюжету 2 преступников совершили на Манхэттене дерзкое масштабное ограбление и преступление. У главного героя, детектива Андре, есть всего несколько часов, чтобы поймать преступников. Он начинает на них охоту. А тем временем продажные полицейские, как оказалось, охотятся на самого Андре. Фильм, конечно, мог бы получиться более зрелищным и целостным, это о минусах. Ну а среди плюсов это, пожалуй, развязка фильма, которая станет самой интересной частью данной картины. Ну и, возможно, вас заинтригует тот факт, что фильм «21 мост» от создателей фильмов «Черная пантера» и «Мстители», а срежиссировал его Брайан Кирк, известный нам по телесериалу «Игра престолов». Ну а теперь представьте, что среди нас есть люди, которые правят миром согласно плану Верховного. Мне плевать на политику, не видно? Дэвид! Мне пора. Простите. В фильме под названием «Меняющие реальность» главный герой, которого играет Мэтт Дэймон. Здесь он бегает на перегонки с судьбой, головные уборы открывают двери в параллельную реальность, Эмили Блант стоит политической карьеры. А при чем здесь это? Ваш жизненный путь должен был быть скорректирован. Вы больше не должны были видеться. Если вы действительно ее любите, забудьте ее. Останетесь с ней. Погибнут не только ваши мечты, но и ее тоже. Как бы вы ни пытались мне помешать, мне плевать, я не сдамся! Меня лично заставил задуматься о том, что даже если где-то там наверху все и решено за нас, мы все же можем бороться за свое счастье, за любовь, стать тем, кем захотим, и получить все то, что нам когда-то казалось недосягаемым. Ну и разбавим вечер романтической комедией со смешным названием «Счастье в волосах». Morning, baby. Ever since I was a kid, my hair was everything. What do you think?
История повествует о женщине, которая придавала слишком большое значение своему внешнему виду, в особенности волосам. И в один прекрасный момент она берет и бреется на лысо. Насколько ее жизнь станет счастливой, узнаете сами, если посмотрите фильм. Смотрится очень легко, непринужденно, а еще фильм учит нас тому, что при любых обстоятельствах нужно оставаться самим собой. You think this is just something you did on a whim? I think you've been building up to it. What brothers want is a woman who's real. My dad won't let me perm my hair. You don't need to do that. This craziness has got to stop. That's right. That's right. My hair was like a second job. Now I'm forced to focus on myself. I wonder who I'll be. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до скорой встречи. Желаю вам теплых, веселых вечеров и наиприятнейшего просмотра.